Уже по первым кадрам с места аварии можно понять, какой силы был этот удар. Кабины у автобуса почти нет, в салоне выбиты все стекла. Все произошло рано утром на трассе под Елабугой. Вахтовый автобус вез сотрудников на работу на предприятие и в какой-то момент на полной скорости въехал в припаркованный у обочины грузовик. 1 декабря в 6 часов 30 минут на 9-м километре автодороги Елабуга-Гари-Абалачи водитель вахтового автобуса КАМАЗ совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль марки «Мерседес». Автобус и большегруз покорежены, а водитель грузовика в шоке. Все случилось так быстро, что участники ДТП не успели понять, что произошло. Остановился посмотреть заезд по навигатору. Эта трагедия унесла жизнь одного из пассажиров автобуса. 68-летний мужчина скончался на месте ДТП. Пострадали 21 человек. 20 из них были госпитализированы в Челнинскую БСМП. За жизнь водителя вахтового автобуса сейчас борются хирурги. У него разрыв селезенки. Остальные получили травмы различной степени тяжести. Привлечены специалисты из других учреждений, поскольку с учетом вида травм требовали специалисты ЛОР, офтальмологи, челюстно-лицевые хирурги. Все они сегодня в стенах БСМП помогают всей необходимой помощью нашим пациентам. Как сообщили в БСМП, транспортировать пострадавших в Казань нет необходимости. По поручению главы Следкома России Александра Бастрыкина по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело сразу по 2 статьям: нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На место ЧП выехал прокурор Елабуги Рустем Шарфуддинов. Ведомство начало свою проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, причина аварии – погодные условия. Водитель автобуса мог не заметить фуру из-за тумана. Прокуратура проверяет, не нарушил ли правила парковки водитель грузовика. По предварительным данным, грузовой автомобиль «Мерседес» стоял припаркован на обочине с отключенными габаритными огнями. Часть автомобиля находилась на проезжей части. Прокуратурой города организована проверка исполнения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Сейчас все правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела. Рамиль Галиуллин, Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, Амир Сабиров и Игорь Романов. ТНВ. Елабужский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.